Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшек-Шара. Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросу предупреждения распространения коронавируса на территории Абхазии. В рабочей встрече приняли участие представители сферы здравоохранения, силовых структур, внешнеполитического ведомства, миграционной службы. Министр здравоохранения и соцобеспечения Тамас Сахнаки рассказал, что случаи заражения зафиксированы в более чем 30 странах мира, в том числе и в 10 государствах Европейского региона. Минздрав осуществляет мониторинг за эпидемической обстановкой в республике. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу по реке Ингур. Хотелось бы отработать подобный алгоритм диагностирующих мероприятий на границе с Российской Федерацией, добавил Сахнаки. По словам участников совещания, речь идет о тепловизорах и мобильных пунктах на таможне. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила, что вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. По итогам совещания всем руководителям профильных ведомств поручено совместно выработать ряд превентивных мер по нераспространению нового вируса. Так, Тамас Сахнаки поручено разработать план действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить полный контроль за деятельностью медицинских организаций по реагированию на ситуацию с выявлением соответствующих симптомов у больных. Министру иностранных дел Дауру Кове поручено публично рекомендовать гражданам Абхазии воздержаться от поездок в любую страну ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, будут продлены меры по ограничению въезда на территорию республики иностранных граждан, за исключением граждан Российской Федерации. Ограничение въезда по предварительным данным будет действовать до 7 апреля. Распоряжения, да, не пропускать такие. Сейчас мы будем думать, Минздрав, СЭС, Министерство иностранных дел, какие страны мы еще ограничим. Наверняка Иран надо ограничивать, наверняка, я не знаю, давайте подумаем Армению, которая с ним граничит. Надо, наверное, думать о том, как ограничить выезд наших людей. И потом, вот я к вам, Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел. Я просто вам сейчас покажу, как готовятся наши соседи. Вот эти пакеты готовы практически на каждого жителя. То мы абсолютно ни к чему не готовы. Мы написали какую-то бумагу, ждем, что Андрей Андреевич и наши пограничники, Бесланович, защитят нам от всех бед. Мы и внутри должны готовиться, да, охрана границ, вот мы еще раз, Бесланович, Андреевич, я вас прошу, здесь руководитель пограничной службы, надо ужесточить. В первую очередь это работа на границе. Вадим Ильич, продумайте, какие страны вместе с Минздравом, какие страны мы должны ограничивать, да вообще, в принципе, согласен с Беслановичем, а что нам сейчас стоит, ограничить все страны, в конце концов, как будто каждый день у нас ездят, и кроме России, давайте ограничим все страны, а с Россией тоже ограничим не россиян. Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полковника милиции Вадима Квацба, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии. По версии предварительного следствия, начальник паспортного управления МВД подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений и в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия гражданину Республики Украина Олегу Мыльцеву. Согласно оглашенному постановлению суда, Вадим Квацба заключен под стражу сроком на 14 дней до 5 марта 2020 года включительно. Напомним, что Генеральной прокуратурой спрашивался срок содержания под стражей на 2 месяца до 21 апреля 2020 года. Постановление Сухумского городского суда в течение 3 суток может быть обжаловано в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. Вадим Квацба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором. Печальная весть: ушел из жизни заслуженный артист Республики Абхазия, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени, солист легендарного вокально-инструментального ансамбля «Псны-67» Рафаэль Гагулья. В репертуаре ансамбля в основном были песни абхазских авторов, которые исполнялись на родном языке в современной аранжировке. Всего в репертуаре ансамбля более 100 песен. 30 из них вошли в первый альбом ансамбля «Золотая коллекция Псны-67», выпущенный в 2007 году. Рафаэль Гагулья начал свою творческую деятельность в составе «Псны-67» с 1980 года. В последние годы Рафаэль тяжело болел, но он ушел из жизни, не дожив до своего 65-летия.
В кабинете министров состоялась торжественная церемония награждения кавалеров ордена Ахтапша третьей степени. Согласно подписанным в 2019 году указом президента Республики Абхазия, исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена. За вклад в развитие физкультуры и спорта почетному мастеру спорта Абхазии, президенту Федерации шахмат Константину Тужба. За многолетнюю плодотворную работу в области образования Нони Логуа. За вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барцыц. За участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гинди. За вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание, образование и развитие молодежи директору Сухумского культурно-просветительского училища Сири Авизба. За многолетнюю добросовестную работу в области здравоохранения заведующий фельдшерски-акушерским пунктом села Джирхуа Раисе Шакрыл. Дом трещит по швам, а земля уходит из-под ног. Именно такие печальные в данном случае эпитеты как нельзя лучше подходят для описания ситуации в селе Анхуа Гудаутского района. Местные жители находятся в постоянном страхе, что во время очередного схода оползня могут пострадать не только их приусадебные участки, но и домовладения. В ситуации разбиралась Алика Трапш. У жителей села Анхуа в буквальном смысле земля уходит из-под ног. Оползень не пощадил в округе ни одного участка. Движущийся пласт земли уничтожил большую часть садовых угодий домовладения Рауля Аргун. Теперь оползень приближается к самому дому. Здесь очень много грунтовых вод. Ну и помимо этого внешние дожди, когда идут по дороге, спускаются сюда. Вот с этой горы сверху, как котлован, собирается здесь вода. И на сегодняшний день вот такая у нас проблема, опасная ситуация к дому. До 30 метров ползун начался, и невозможно остановить своими силами. Дом семьи Аргун расположен практически у подножия Накопийской горы, на низменности. Во время сильных дождей двор и сад затапливает. Увлажнение и размытие почвы дождевой водой, а также подземные воды стали причиной схода оползней на данном участке. Хозяин дома своими силами пытался устранить существующую проблему, но этого оказалось недостаточным. 6 дренажей во дворе сделали, стену укрепления сделали, двора. И сверху идет Анухвинская дорога, 12 свай вот здесь. Мы поставили, чтобы дом не ушел, как-то стена укрепления, двор как-то снизу стена, сверху стена. Лет 5 назад мы писали письмо президенту, приезжали ко мне, говорили, что проект есть, будем делать дорогу, водоотводы, будем инженерно, как положено, все, инженерная работа, все, водоотводы, вот эти, что стоки идут сверху, вот, и говорили, что будут делать. И на этом прекратилось, от разговоров к делу как-то не перешло. Из-за оползней пострадала и проселочная дорога. Теперь несколько семей оказались заложниками опасного природного явления. Жители близлежащих домов до недавнего времени могли пройтись по этой дороге не только пешком, но и проехать на машине. Однако несколько дней назад в результате схода оползня данный участок дороги в селе Анхуа обвалился на несколько метров. Некогда проходившая здесь проселочная дорога напоминает теперь большой котлован. Чтобы остановить сход оползней, местные жители своими силами установили самодельные подпорные стены. Однако это не дало результата. С каждым днем площадь смещения земли увеличивается. Здесь земля ушла метров 50, высотой 4-5 метра. Она ушла вниз. Обратились мы в район с заявлениями жителей этого села Аргуна и другие, которые пострадали от этого стихийного бедствия. Тут невозможно ходить. Тут можно до пояса провалиться. Жители села Анхуа говорят, что на протяжении многих лет они периодически обращаются за помощью и в районную администрацию, и в правительство. Однако помощи все еще нет. И без того тяжелую ситуацию с оползнями усугубляет и отсутствие ремонта дорог. У нас тоже ползет земля, и от этого и дом треснул. Есть такая проблема у многих здесь, кто живет. Еще проблема то, что дети наши тоже входят в школу, и без конца лужи, грязь, это тоже накладно. Мы обращались за помощью, составляли смету, нам обещали помочь, но все это осталось на бумаге. Сомнений в том, что ситуация критическая, нет. Остается лишь надеяться, что на проблемы жители села Анхуа наконец-то обратят внимание и примут необходимые меры. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня с утра в центральной части Сухума прекращена подача питьевой воды. Сотрудники Сухумского водоканала ведут ремонтные работы в районе маяка. Здесь прорвало одну из главных труб центрального водовода. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе.
Сегодня центральная часть Сухума осталась без воды. Поломка произошла здесь, в окрестностях района Маяк, где проходит один из основных водоводов, снабжающих центр города. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Сотрудникам водоканала приходится работать в таких условиях – под дождем, ветром, в грязи, для того, чтобы обеспечить жителей города водой. Однако, несмотря на погодные условия, неисправность должна быть устранена в кратчайшие сроки. Старый водовод, которому более 60 лет, выходит из строя не в первый раз. На данном участке поломки и утечки – явление нередкое. Вчера утром оператор позвонил и сообщил о падении давления в водоводе. Слесаря поехали на насосную станцию, проверили сам насос, состояние самого насоса. Ну, когда определили, что с насосом все хорошо, они поехали вдоль этой трубы по трассе и наткнулись на вот эту большую утечку. Чтобы устранить поломку, сначала необходимо откачать вытекшую на поверхность воду, которая образовала здесь целое озеро. Только после этого станет возможным залатать трещину. Пока мы не видели, как треснут, очень в плохом положении. Еще должны варить. Эта труба уже 60, даже больше 60 лет. Она еще сварка, где будет вариться, сварщик определит. Будем резать это и латку ставить, и полностью варить. Там 30 сантиметров, 40, полметра. Это когда воду откачаем, тогда видно будет. В этом районе проходят два водовода. Крупные 500-миллиметровые трубы, питающие центральную часть города. Вот эти водоводы, потом водовод 800-миллиметровый, который через Личков поднимается, попадает в резервуары. И все вместе, вот эти все водоводы, они обеспечивают необходимое давление в городе. Из-за этого прорыва давление в городе уменьшилось. Когда давление уменьшилось, те перекачивающие насосные станции, им не стало хватать воды, они не могли дальше перекачивать. К вечеру мы закончим ремонт этого водовода. Таким образом, к 10 часам вечера подача питьевой воды в городе должна быть возобновлена. Эсма Гуланзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения известного историка, первого ректора Абхазского государственного университета Зураба Вианоровича Анчабадзе. По случаю этой даты в Абхазском институте гуманитарных исследований открылась научная сессия. В рамках первого дня ее работы в свои доклады по различным темам представили известные историки, археологи, этнологи, литературоведы и другие крупные специалисты. Репортаж Амелии Бисмарк. Зураб Вианорович Анчабадзе был крупным специалистом по истории средневековой Абхазии, без ссылок на труды которого и сегодня невозможно провести серьезное исследование по медиевистике. 22 апреля 2020 года со дня рождения ученого исполняется 100 лет. Это значимая дата для всей исторической науки Абхазии. Пройти мимо этой знаменательной даты для нашей исторической науки мы не могли. Благодаря усилиям Зураба Анчабадзе практически был снят вопрос относительно самостоятельности абхазского этноса, который до этого неизменно пытались и относили к грузинскому этнокультурному массиву. Безусловно, некоторые взгляды ученого могут сегодня подвергаться критическому анализу и подходу. При этом необходимо учитывать контекст времени и обстоятельств, при которых приходилось работать нашим предшественникам. Исследовательской деятельности Зураба Анчабадзе был посвящен специальный доклад сессии. Его представила кандидат исторических наук, специалист по средним векам Наала Касланзе. Зураб Вианорович Анчабадзе – один из крупнейших специалистов по истории Абхазии. Его труды, сегодня можно сказать с уверенностью, являются вехой в отечественной историографии второй половины XX века и продолжают влиять на историографический процесс в 21 столетии. Научное наследие ученого отличается разнообразием, широтой тем, глубиной научного поиска. Его перу принадлежат такие работы, как «Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII век), «История и культура древней Абхазии», «Очерк этнической истории абхазского народа». Ряд работ ученого посвящены проблемам истории народов Северного Кавказа.
Все темы, выбранные для исследований Зурабом Анчабадзе, взаимосвязаны. Поэтому комплекс созданных им трудов представляет собой целостное собрание. Судьба Зураба Вианоровича неразрывно связана с развитием отечественной исторической науки. Тот пласт истории, исследованием которого вплотную занимался Анчабадзе, имеет большое значение в вопросах происхождения абхазского этноса. Поле средневековой истории оказалось полем битвы за право абхазского этноса иметь свою собственную историю. В этой борьбе велика заслуга Зураба Вианоровича Анчабадзе, хотя бы уже потому, что он был одним из первых, кто вступил в полемику с грузинскими оппонентами. В рамках первого дня научной сессии были представлены различные доклады по исторической тематике. Доктор богословия Дорофей Дбар привел предварительные результаты археологических раскопок храма Святого Георгия в селе Анхуа. Центральный вход в храм, другие не обнаружены, расположен с западной стороны. Вот сейчас вы здесь видите, со смещением на север. Пока этот феномен мы не можем объяснить. Значит, в него ведут 3 ступени здесь, и внутри, вот здесь как раз видите 2 ступени. Далее, стены храма сохранились на высоте до 1 метра от фундамента. Как раз я сейчас, вот здесь вы видите, значит, и уже раскрытый сам храм. Среди докладов, заявленных в повестке сессии, которая продлится 3 дня, обозначены следующие темы. Религиозная экспансия Ватикана и Абхазии, абхазская историография периода 19-20 веков, участие абхазских князей в абхазской экспедиции генерала Гессе, Абхазия в Большой советской энциклопедии и другие. Амелия Бисмарк, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 25 февраля 1993 года село Кутола Чемчирского района было освобождено от грузинских оккупантов. Ежегодно, чтобы почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и, в частности, бойцов, участвовавших в боях за село, в этот день в Кутоле собираются сельчане, ветераны, родные и близкие погибших. Репортаж Сарик Варсхеля. Война на Восточном фронте представляла собой театр боевых действий, простиравшийся на весь Очимчирский и частично на Гулырыбский и Галский районы. 90% боевых действий проходили на территории Очимчирского района, на всех высотах от горы Ходжал, Кадорского хребта до берега Черного моря, чтобы почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и друзей, отдавших жизни за освобождение села Кутол. На протяжении 27 лет 25 февраля здесь собираются боевые товарищи, друзья и родные. В Очимчирском районе боевые действия велись с 14 августа 1992 года до 30 сентября 1993 года непрерывно, с большой интенсивностью и напряжением. Носили различный характер от стычек и засад, локальных столкновений по всей линии обороны до сражений с применением сил и средств всего фронта. Все эти действия были взаимосвязанными, осмысленными и перетекали из одного уровня в другой. С первых дней военных действий был создан партизанский отряд «Бзана», после боевая группа «Дельфин», которая проявила доблесть и мужество в ожесточенных сражениях. Натиск грузинских войск, которые они широкомасштабное наступление организовали с большим количеством техники, солдат, военнослужащих, они напали на эту позицию, чтобы с целью завладения селом Кутол и Джгерда и вообще закрыть дорогу нашу от Дзюбжи до Кварчала, которые передвигались, где мы перевозили раненых, стариков, беженцев, всех. Постоянная нехватка оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов и многое другое необходимого как для войны, так и жизни не смогли сломить население Очимчирского района. Более того, все это сплотило народ, и они единым фронтом встали на защиту Отечества. Это была народная война, в которой личная воля каждого была спаяна в коллективную. Ирлас ярахата интричана рахтопха свианагод ажкун согумшука ядерфшита фрхазара аяшазхан убри айбишилгейсти абриамш харез бахтой дельфинала за группа зиги экшара хамоб ргала шарахасу итахаз сапхаз ялазам хатала итахаз схосра пиралоб убри зиги хаушис пхазой
Вспоминая своих товарищей, ветераны войны отмечают, что кутольские защитники – пример отваги и мужества. Они всегда были там, где их ждала опасность. Их непоколебимой движущей силой была мечта – изгнать с родной земли врага и увидеть свою родину свободной и независимой. Сария Гварацхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В честь Дня защитника Отечества в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме прошло праздничное мероприятие с участием ветеранов Великой Отечественной войны, артистов абхазской эстрады и учащихся Сухумской второй средней школы. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Репортаж Гугу Цивардания. О боевых действиях, о подвигах друзей и однополчан, о тех, кто так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Ветераны делятся дорогими для них воспоминаниями перед началом праздничного мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества. Уже по сложившейся доброй традиции ежегодно Дом Москвы уделяет внимание участникам Второй мировой войны, проживающим в Абхазии, оказывая материальную и гуманитарную помощь. В списке более 20 человек. Однако на мероприятие смогли прийти всего лишь 5. Героизм, проявленный вами во время Великой Отечественной войны, это великий пример, пример народного единства и пример для каждого из нас, пример для подрастающего поколения, которое тоже также присутствует в этом здании, и для будущих поколений. С Днем защитника Отечества ветеранов также поздравили руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха и советник-посланник посольства Российской Федерации Максим Литвинов. Хочу поблагодарить Дом Москвы за внимание к нашим уважаемым ветеранам. Самих же ветеранов хочу от всей души поблагодарить за их вклад в победу над фашизмом, поздравить с Днем защитника Отечества, пожелать здоровья, бодрости духа. Низкий вам поклон. Разрешите выразить признательность всем вам, пришедшим, с одной стороны, почтить память, с другой стороны, подчеркнуть, выразить свое отношение и к Дню защитника Отечества, и к Дню Великой Победы, 75-летия которой мы будем отмечать в этом году. В этом смысле День защитника Отечества и День Победы содержательно между собой, конечно же, связаны. В этом отношении Абхазия всегда отличалась особого рода почтением и к присутствующим здесь, и к другим ветеранам, и к памяти о событиях Великой Отечественной войны. В свою очередь, заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба поблагодарил организаторов за праздник и поддержку ветеранов Абхазии. Я еще раз хочу поблагодарить организаторов, еще раз хочу поздравить наших ветеранов, которые еще, несмотря на свой такой, чуть уже не юный возраст, но они держатся, они принимают участие, они хотят жить полноценной жизнью вместе со своим обществом, вместе с нами, вместе с вами. Спасибо всем. Своими выступлениями в концертной программе ветеранов порадовали артисты абхазской эстрады Мадина Кварацхели и Тимур Тания. В их исполнении прозвучали песни времен Великой Отечественной войны. Порадовало ветеранов и молодое поколение. В концертной программе приняли участие учащиеся Сухумской второй средней школы. В завершении мероприятия присутствовавшим ветеранам были вручены подарки и цветы, а тем, кто не смог прийти на встречу, подарки будут переданы в течение нескольких дней. Гугу Цивардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
26 февраля состоится заседание Кабинета министров Абхазии, сообщает пресс-служба правительства. В повестку дня вошли более 10 вопросов, среди которых постановление об использовании средств резервного фонда Кабинета министров и о представлении исполняющему обязанности президента предложения о заключении соглашения между Абхазией и Россией о взаимном зачете выслугу лет службы в таможенных органах. Кроме того, на заседании будут установлены предельные численности работников 5 ведомств. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.